2020, Бугун на АТР. Ми зараз з вами в першому блоці. В студії Оксана Денисова. Талісман Пашаєв. Я коротко розкажу про теми і можна, якщо не дозволите, якщо дозволите, я репостну трансляцію наживо в Фейсбуці нашого каналу. Фотографії селфі ми вже зробили. Отже, від сьогодні і на місяць вперед ми маємо лише по 2 блоки. Працюємо, це всі ведучі так мають, по 2 блоки Бугун, ні, в п'ятницю вже було так. 17:15 ми працюємо до 19 години. Сьогодні маємо 2 блоки. В другому ми говоримо про нову спробу рокіровки у призначення аудиторів НАБУ для звільнення Артема Ситника, який вже добряче дістав корупціонерів. Матимемо гостем в студії експерта з Transparency International, це міжнародна антикорупційна організація, представництво її в Україні. А у першому блоці зараз ми говоримо про законопроект, який покликаний надати статус учасника бойових дій, волонтерам АТО. Маємо гостя в студії, Юрій Касьялин, волонтер, громадський активіст. Добрий вечір, Юрій. Здравствуйте. Ви ще сперечалися до ефіру, громадський активіст, а потім сказав, а волонтер, а ви сказали, що вже не зовсім волонтер. І потім я запропонував, що все ж таки організатор виробництва українських безпілотників, і ви теж з тим не погодилися. Это очень сложная тема, на самом деле. К традиционным волонтерствам, которым принято у нас называть там, помощь фронту, привезти там, одежду, продукты, радиостанции, там, еще что-то, я занимаюсь все меньше, занимаюсь какой-то более там, высокотехнологичной помощью, в каких-то технологичных проектах. Да, тут беспилотники, тут какие-то системы наблюдения, тут какая-то помощь в обучении. Но я, как и в 2014 году, я думал, что к концу августа месяца у нас уже не нужна будет волонтерская помощь в таком масштабе. И государство наконец-то сделает все необходимое для фронта, что нам обещал президент, что солдаты не будут голодные, а будут обуты и иметь самое лучшее вооружение. К сожалению, этого не случилось, поэтому приходится этим заниматься. Хотя я считаю, что такие костыли неэффективны. Должна быть эффективная государственная политика во время войны. Вы называете костылями самоволонтерскую допомогу, да? Волонтерство было, есть и будет. Есть люди по духу волонтеры. Я волонтерством начал заниматься случайно, потому что мои друзья, мой сын с Майдана ушли в 1-й батальон Кульчицкого воевать, уехали на фронт, и следом за ними поехал я. И так остался там на первые 1,5 месяца, потом это вот было уже практикой. Ви згадали про Кульчицького. Сьогодні роковини загибелі генерала Сергія Кульчицького. Я хотіла б, щоб ми згадали, це справді герой України, дуже добре ставляться до нього і ставилися всі солдати, з якими він працював і воював, власне, да. Ну, оскільки він військовий, то це була його робота. Ми підготували відео, я прошу режисерів поставити його для того, щоб згадати Кульчицького. 2014 рік, 29 травня. Окупований бойовиками Слов'янськ став гарячою кримінальною точкою. Генерал Кульчицький вкотре привіз на гелікоптері провізію для своїх бійців, які захищали гору Карачун біля Слов'янська. Місце стратегічного значення, бо тут розташовувався телерадіоцентр. Генерал-майор розпитав про обстановку, підбадьорив нацгвардійців, зібрав тих, хто мав іти на ротацію. Під час відльоту за декілька сотень метрів від місця зльоту вертоліт збивають комплексом ПЗРК. На подлете вертолет был сбит комплексом ПЗРК. Произошло возгорание, вертолет упал. Вот террористы начали окружать зону падения вертолета, обстреливать. Вот. На помощь вышла Национальная гвардия и десантные войска. Был бой. Вот, около 2 часов. Щоб врятувати тих, хто був на борту збитого гелікоптера біля блокпосту, у Слов'янську тривав запеклий майже 2-годинний бій. Вижити дивом вдалося лише другому пілоту Мі-8, капітану Олександру Макеєнку. Кульчицким я познакомился уже в штабе АТО на Изюме. Это 22 числа было, 22 мая. Я никогда не мог подумать, что вот так человек, генерал такой должности летал. Он выходил, он общался с ребятами, именно у них информацию узнавал по телефону. Разом з генерал-майором Сергієм Кульчицьким загинули ще 5 військовослужбовців Національної гвардії і 6 працівників спеціальної роти міліції.
Отже, сьогодні ви написали пост у Фейсбуці, про те, що ви попередили осторожних офицеров и генералов, которые не высовывали носа из лагеря под Изюмом, о том, що вони займають місце Сергія Петровича Кульчицького. І ви маєте на увазі про те, що одні гинуть, а інших нагороджують, так? Правильно я розумію? Ну и інші остаются управлять и управляют бездарно. Делают либо это формально, либо для того, чтобы как-то обогатиться и иметь какие-то дивиденды от этой войны. Я написал этот пост еще год назад, и вообще, как только погиб генерал, как только я об этом узнал, я тоже об этом написал. Дело в том, что в этот день я провожал этот вертолет, в том числе я провожал, загружали мы его продуктами, водой, потому что воды тогда не было на Коручине. И вот этот пилот, которого вы показали, он фактически спас мне жизнь, потому что запретил лететь на вертолете, сказал, что вертолет перегружен. До этого я летал с Кульчицким. И так получилось, что я просто не попал в этот вертолет. Я действительно был очень удивлен человеческим качеством генерала, когда с ним познакомился. Потому что, помните, после Майдана ВВшники, беркутовцы, это все были враги, это были люди, которых мы ненавидели, которые ненавидели нас. И вот генералу дали батальон, первый батальон из майдановцев, и дали возможность им руководить и готовить ребят к войне, к реальной войне. И было большое сопротивление и внутри батальона среди ребят, что как это ментовский генерал, ВВшный генерал, он нами командует. Многие даже, немногие, некоторые уходили из этого батальона, не успев прийти. Но потом ребята его полюбили, потому что нельзя было по-другому относиться к этому боевому офицеру. Потому что он реально делал все необходимое для того, чтобы бойцы были обеспечены на постах. Вы знаете, я не случайно это все написал, потому что очень много военачальников, которые тогда были под Изюмом, это был маленький лагерь, в котором были и Национальная гвардия, и милиция, и военные, и СБУ, все были в одном лагере на окраине Изюма. И все это было очень хорошо видно, как кто-то просто отсиживается в лагере, не едет туда, под Славянск. 40 километров, казалось бы. Мы туда мотались, волонтеры, каждый день. Каждый день мы ездили туда, в серую зону, попадали под обстрелы, бойцы там были. А многие военачальники большие даже носа не высовывали, и по вечерам шли в ресторан, там кутили, гудели, и с большой охраной. А Кульчицкий был совсем другой. Он ездил на броне, он летал на вертолете. Он все силы отдавал этому. Он заботился о бойцах, он привозил боеприпасы сам. Потому что такое было время. Больше некому было, понимаете. Вот этот человек сделал очень много для того, чтобы война тогда не перекинулась на Харьков, на Днепропетровск и другие города. Зрозуміло. Повернемося до вас. Ви кажете, це ми всі знаємо, це не тільки ви кажете, що ви моталися, насправді ви дуже велику роботу проводили і тоді, і в перші дні війни волонтерили. Законопроект про надання волонтерам статусу учасника бойових дій. На даний момент статус УБД, нагадаю, мають 300 тисяч осіб уже, з них 200 тисяч військові. Тут, значить, минулого тижня депутат Андрій Денисенко висловив ініціативу про те, що волонтерам необхідно надати цей статус. Як ви до цього ставитесь? Я думаю, что надо принять этот закон. Чому? Более маразматического закона трудно придумать. Если этот закон будет принят, сразу будет видно, кто есть кто. Кто занимался волонтерством или там помогал всячески фронту, даже если мы не называем это волонтерством, просто своими деньгами, своим участием каким-то. И кто это делал от чистого сердца, и кто это делал только для того, чтобы получить какое-то ОБД, награды. Це таки тролінгова відповідь про те, щоб дізнатися, хто є хто. У нас просто на прямому зв'язку керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Доброго вечора. Добрий вечір, Павле. Я хочу, щоб глядачі зрозуміли, чому ми включаємо Павла, тому що вчора був обстріл Красногорівки, 8 місцевих мешканців отримали поранення, місто залишилося без води. Павле, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в місті, чи відновлено водопостачання? По-перше, я хотів би сказати, мене захопило, скільки взялося 8 чоловік. Реально 4 чоловіка поранено, один із них відмовився від госпіталізації, було легке ушкодження, і насправді є 3 людини реально поранених, із них 1 людина залишається в лікарні.
З приводу води, фактично все відновлено, залишилося 60 подвір'їв, де немає води, але над цим працюємо і думаю, що завтра вода буде із цих 60 подвір'їв. На жаль, 44 будинки приватних пошкоджено і потрібно здійснювати ремонт. Сьогодні ДСНС там працює, матеріали підвезли стільки, скільки є. Зараз підготували на прем'єр-міністра і на першого віце-прем'єра Кубіва і Гройсмана листи з переліком матеріалів, які потрібні нам для відновлення будинків, які не тільки цих 44 пошкоджені, але які і раніше були пошкоджені. Є проблема із лікарнею, фактично дах зруйнований, більша половина лікарні зруйнована. Прийняли рішення, що оскільки там не було, дуже мало було хворих постійних, то ми амбулаторію робимо в дитячому садочку. Зараз там робимо проект для того, щоб терміново зробити ремонт і 27 приміщень зробити для того, щоб могло працювати поліклінічне відділення, тобто амбулаторія. Що стосується школи, то також достатньо багато покрівлі пошкоджено. Зараз ЗНО будуть здавати діти в Курахово, як і здавали, і, власне, також будемо відремонтовувати, але я вже думаю, до 1 вересня ми тільки встигнемося. Скажіть, будь ласка, Павле, характер обстрілу. Тобто це був обстріл наших позицій і залетіло в Красногорівку, чи це був прицільний обстріл цивільних будівель? Насправді були обстріли в основному все-таки по об'єктам військовим, але дісталося, оскільки зараз молодняк вони готують і прокачують через передову, і, власне, залетіло якраз на ці об'єкти. І я думаю, що все-таки при всіх мінусах, але вони пробували обстріляти наші позиції, але оскільки некваліфіковані люди, то, безумовно, найбільше дісталося якраз цивільній інфраструктури Красногорівки. Дякую. Павло Жебрівський, керівник Донецької військово-цивільної адміністрації, коментував нам останні обстріли в Красногорівці. Повертаємося до статусу учасника бойових дій. Юрію, я отут просто підібрала пільги, які мають учасники бойових дій. Безкоштовне отримання ліків за рецептом лікаря, санаторне лікування, знижка 70%, 75% за квартплату та комунальні послуги, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, першочергове забезпечення жилою площею осіб і можливість отримання земельної ділянки. Ви подумайте, Юрій, точно вам статус це не треба? Дивіться, скільки преференцій зразу. Я вообще против всяких льгот. По моему глубокому убеждению, у нас, во-первых, вот эти участники боевых действий, есть часть людей, которые незаслуженно не получили, я имею в виду добровольцы, которые не получили вообще никакого участника боевых действий, никто не знает даже порой, что они были на фронте. А, наверное, добрая половина людей незаслуженно получили этот статус. Ви вважаєте, що 300 тисяч, що є зараз наявності, 150? Я думаю, что да. Я много видел, когда на второй линии, на третьей линии, когда там гаишники приехали, месяц потусовались в Артемовске и получили участника боевых действий, то есть какие они там участники боевых действий. Тогда, знаете, жители, которые там живут в этом городе, тоже должны были получить участника боевых действий вполне заслуженно, еще более, чем те люди, которые приезжают только на месяц, живут в хороших условиях, по вечерам бухают, а днем изображают из себя правоохранителей. Поэтому я вообще против всяких льгот. Я считаю, что те, которые заслуженно должны получить какой-то статус, им должно государство платить хорошую пенсию. Не давать какие-то льготы, а монетизировать вот это заслуженное вознаграждение за то, что они воевали. То есть они должны какую-то получать высокую пенсию, там, военную добавку к пенсии уже сейчас, прямо прямо сейчас, потому что многие не могут найти на работу после того, как они повоевали. А льготы, поймите, они же разные бывают. Кто-то живет в селе, ему эти льготы многие и даром не нужны. Да, земли вот столько, а там общественного транспорта нет. А що ви знаєте, наприклад, про інформацію про те, що можна купити статус учасника бойових дій, підробивши в якомусь підрозділі документи за $4000? Від 3 до 4 тисяч доларів? Первый раз такое слышу, но знаю, что давали участников боевых действий, я еще раз говорю, тем людям, которые незаслуженно, то есть, не знаю, за деньги, не за деньги, вот на моей памяти, не буду сейчас называть имя генерала, он действующий, который фактически через Северодонецк
провел там всю свою обслугу, там повара, еще там кого-то, которые приезжали на месяц. Это еще было в 2015 генерала? 2015, но его там не было, нет. Они просто приезжали, там тусовались и уезжали с участником боевых действий. То есть таким А образом. чого ви не хочете називати ім'я генерала? Чинного генерала? Ну, у меня есть свои счеты с этим генералом, я их сведу, я не буду делать это прилюдно. А потім назву. Да. А як ви хочете? Так. Просто там я хотіла сказати, що всі відомі насправді волонтери висловилися так само, як і Юрій. Єдине, що була дискусія з приводу того, чи потрібно давати УБД волонтерам-медикам, так, які Да вот можно, если добавлю, потому что волонтерство это как бы разная вещь. У нас волонтерами всех называют, но неформально помогает армии. Безусловно, вот с точки зрения как бы объективности, те ребята, которые вместе со мной ездили на фронт и фактически воевали, то есть мы занимались беспилотной разведкой, или те ребята, которые вывозят с красной зоны раненых, это такие же участники боевых действий, такие же бойцы, которые рискуют порой гораздо больше, потому что боец там побывал на позициях, спрятался в блиндаж, а тут надо ехать туда куда-то, постоянно под обстрелом находиться, постоянно там запускаешь беспилотник, тебя засекают, тоже обстреливают. Безусловно, да. Возможно, кто-то и захочет. Вы знаете, вот это, как бы, я для себя не хочу ничего. Я не для этого шел, мне это не нужно. Я достаточно активный, жизнерадостный человек, чтобы заработать себе на хлеб, и на пенсию и на все что угодно. Да? И для меня было самое главное победить в этой войне. И я делаю все в дальнейшем для победы. И это самая большая награда. Мне УБД не надо вот вообще никак. Если А мне ви кто-то- життєрадісна людина досі? Да, я очень жизнерадостный человек. Виходить, проблема вже не тільки в цьому законі, який ще не ухвалений. Ви самі кажете про генералів, які свою обслугу, як я розумію, з мирного життя пропускають, да, через... Обслуга, я имею в виду, такая, она тоже военная, то есть там Так. какой-нибудь старший лейтенант, который является фактически его денщиком. Скажіть свою думку, які мають бути критерії учасника бойових дій? Вот понимаете, вот это самый сложный вопрос, который Так, может може, быть... вам це складне питання і треба самим вирішити і запропонувати, щоб в країні не було ані проявів, ані підозр щодо хто законно отримав чи ні. От має бути на передовій протягом 10 діб сумарно. І я не знаю, ви фаховіші в цьому питанні, ви можете це сказати. Я, еще раз, я считаю так, что человек, который воевал, он должен получать не участника, а может быть где-то записано участник боевых действий, там почет и уважение, там через 10 лет там какой-то аппарат, он участник, там где-то как ветеран, и понятно, да? А в первую очередь государство должно давать какую-то доплату к пенсии для того, чтобы этот человек, сейчас прямо устанавливать пожизненную пенсию, вот с этого момента, как он вернулся с фронта, чтобы человек не чувствовал себя... Знов таки, якщо ми говоримо про Как монетизацію, знову таки треба буде обирати. Знову таки виникає запитання, хто це має бути, да? І як визначати, щоб не було знову генералів з поварами і там рештою, що ви Так, кажете. понимаете, тут проблема больше, потому что есть боевые части, которые находятся на передке, а часть людей может находиться в местах постоянной дислокации, время от времени выезжая туда и возвращаясь обратно. И они наравне как бы считаются участниками боевых действий, как бы наравне воевали. Я думаю, что по-хорошему это должен был бы решать некий военный совет части вместе с военнослужащими, скажем, офицерское собрание. Оно собирается и вместе с командиром подает свои предложения, кого считать участником боевых действий, кого не считать, потому что они реально видят, кто воевал, кто не Ви воевал. хочете таку військову демократію, да? Это не демократия, это нормальный... Військова, це є такий вираз окремий, да? Да, это нормальный механизм, который существует во многих странах и, извините, существовало в царской армии. Тогда были тоже офицерские собрания, которые участвовали в жизни части и решали какие-то вопросы, были неким совещательным органом. А сейчас это все формально, потому что если ты был в этом месте вот столько-то дней, там, вот в этой на этой географической широте, ты участник боевых действий. Но все же настолько неоднозначно, есть точки совершенно тихие и спокойные, там войны и не было. Человек просидел и вернулся обратно. А есть точки, которые считаются тыловые, там очень неспокойно.
потому что там и ДРГ ходит, и можно получить и ракетный, и артиллерийский обстрел вдруг на голову посыпется. Поэтому все это неоднозначно. Нельзя так формально, по формальному признаку выявлять. Формальних критеріїв не створити. Лише люди, які там перебувають, самі в своєму колі можуть це визначати. Да, конечно, конечно. Только вот подразделение стоит там батальон, есть командир батальона, есть там другие офицеры, вот они могут собраться, офицерское собрание. Надо восстанавливать этот инструментарий, его нет. Юрій, а тоді як бути з тим, що ви самі кажете про генералів і все це, що навколо них відбувається, це ж жорстка ієрархія, про яку демократію офіцерську можна казати, якщо ієрархія вибудована роками. Як цей інструментарій запроваджувати? Ну, во-первых, нам нужно 80% генералов убрать из армии. И кем их заменить, да? А многие должности эти генеральские просто сократить, чтобы их не было вообще. Нужно военная реформа. Это все об этом говорят, на самом деле она не проводится. Чтобы была эффективная военная реформа, чтобы все это было, и была современная армия, современное вооружение, и вот так вот решались такие сложные вопросы, да, в рамках военной демократии, как вы говорите. Достаточно одного, воли президента, который назначает человека, который может провести такую реформу. Потому что армия руководится сверху, единоначалие. То есть, если есть военачальник, администратор военный, министр обороны, начальник генерального штаба, которому президент, как главнокомандующий, он же управляет всеми силовыми структурами, дает такие полномочия на проведение военной реформы, вам точно говорю, военную реформу можно сделать за 3, 5, 6 месяцев максимум. Реальну воєнну, за півроку воєнну реформу. Чому ви вважаєте, що президент Порошенко не хоче її робити? Ну, может быть, он хочет, но он видит военную реформу несколько иначе, чем вижу это я и видят другие активисты и офицеры, в том числе, и, наверное, большая часть армии, потому что я много общаюсь с военными. Потому что мы проводим военную реформу формально в рамках какого-то там возможного вступления в НАТО по неким там стандартам НАТО. А это формально, опять же, потому что имплементация вот этих формальностей, она еще не означает, что мы стали натовской армией. А фактически мы восстанавливаем совок, совковую армию, там, образца, ну, наверное, лучших времен Советского Союза, там, 60-х годов. Визначте, будь ласка, щоб це не було так порожньо, основні, скажімо, риси радянської армії, які відновлюються. Якщо ви вже закидаєте, по чому це видно, на вашу думку? Это жесткое единоначалие, ну, единоначалие в армии должно быть. Перепрошую, жорстке воно в будь-якій армії. Оно, понимаете, есть жесткое, безусловно, но есть такая поговорка: я начальник, ты дурак, да, ты начальник, я дурак. Это вот советский принцип, когда дураки-начальники подтягивают под себя других дураков-начальников, и вся вертикаль строится на дураках-начальниках. Что ще? Это не субъективно, это на самом деле объективно, это больше всего влияет на качество армии. Самая большая проблема армии – это человеческий материал. То есть человеческий мусор, который засорен этим мусором руководящие должности, вплоть до среднего звена. И поэтому армия не может развиваться, не может быть эффективной, не может быть боеспособной в достаточной степени, как это необходимо сейчас, и не может также качественно воевать с меньшими потерями. Людей надо готовить. Вот иллюстрация, о которой мы говорим, она должна в первую очередь коснуться армии. Мы должны убрать практически всех генералов старой закалки. Ну, поймите меня правильно, я человек тоже в прошлом военный. Я ушел на рубеже 2000-х годов из армии, когда увидел, что не могу реализовать никак себя в этой армии, я не нужен. Я не нужен. А вот всякие... А в якому званні ви йшли? Капитан. Я три срока капитаном отходил. Но другие мои товарищи по оружию, скажем тогда, да, которые были двоечниками, троечниками, не могли найти применение в мирной жизни, не знали, зачем уходить, вот, пенсию заработать. Они стали сейчас генералами. Вот это качество генералов, вот это качество военачальников сейчас висит гирями на ногах нашей армии, не дает ей развиваться. Поэтому это не субъективно, это весьма объективная вещь. Ми вийшли на військову реформу лише через те, що, ну, якщо Юрій сказав, про те, щоб взагалі скасувати будь-які пільги і будь-які об'єктивні критерії визначення учасника бойових дій. Тобто віддати це на
вирішення самому офіцерському складу, щоб вони вирішували, бо Хто з них учасник, а хто хто учасник, ні? бо Хто достоїн. хтось передки постійно буває, хтось час від часу. І Юрій вважає, що не існує якихось таких загальних принципів, по яких можна законом визначити, і потім це буде об'єктивно визначатися вже в А якщо я реальності. скажу один принцип? Який? Брав в руки зброю. Знову таки, брав в руки зброю. Взял, приехал в зону, поставил в угол Ні, я и маю всё. на увазі, ні. Я И маю на бухает увазі. целыми днями. Ну, это нормально. Ні, я не про аватарів. Ну знову ж таки, да, кожен підрозділ має серед себе сам визначатися, хто в них брав в руки зброю для того, щоб аватарити, а хто брав, щоб воювати. Я маю на увазі тих, хто от брав в руки зброю у військовому підрозділі, виходив на завдання. Учасник бойових дій. Всі інші. Ну, вот для этого и должно быть командир вместе с офицерским собранием определяет, кто достоин быть участником боевых действий, получить этот статус. Но так же, как, скажем, как происходит награждение, подаются списки, они там наверху утверждаются. Но здесь я считаю, что наверху не должно утверждаться или не утверждаться. То есть это должно быть окончательное решение на Пропозиція, уровне... яка знизу пішла, Да, вона є должна бути остаточною, окончательна. І це є визначення Да. того, хто учасники бойових дій. Да. У нас небагато часу залишається, але якщо є запитання, хотів би перевести на те, щоб поза ефіром говорили про дивовижні безпілотники, які ми Які зараз виробляє Юрій. з які виробляє Юрій. Оце трошки, якщо можна, в лірику. Ну, я их не изготавливаю лично, я как бы руковожу процессом. Да, мы делаем сейчас уникальные вещи, я не знаю, это, наверное, минутка рекламы будет. Та ні, розповідайте. Нічого. Мені стало цікаво, навіть більше, ніж цей законопроект. Действительно, в Украине есть сейчас чем гордиться в плане беспилотной авиации, в том числе тем, что делают мои ребята, мои товарищи, которые прошли с начала войны путь от волонтерства. Сейчас мы создали коммерческую структуру, не буду называть уже название, чтобы не рекламировать. Да? Но, тем не менее, вот, понимаете, скажем, гигантский коптер весом больше 100 килограмм, который может нести противотанковый комплекс на войне, используется как ударный вертолет беспилотный, люди не погибают. Это уникальная вещь, таких нет в мире. И поэтому мы можем этим гордиться, я сам этим горжусь, что ребята это делают. Тобто він може нести одну ракету, так? Ну, пока может нести одну ракету большую, либо там 4 небольших ракеты, там бомбы, ретрансляторы, доставлять боекомплект на передовую в осажденные гарнизоны. В перспективе мы планируем... Вони вже літають такі? Ну, под Киевом пока летают, но мы пока проводим испытания. Мы только 1 июня начали такую грандиозную разработку, хотя мы делаем много других беспилотников. Но мы планируем довести грузоподъемность килограмм до 150 и вывозить раненых из зоны, с места боевых действий, доставлять всевозможные грузы. Ну, вообще беспилотники, они будут скоро везде. Они будут летать вокруг нас, они будут развозить грузы, будут тушить пожары, будут обеспечивать связью, будут реанимировать больных, раненых, там, привозить необходимое оборудование, тушить машины, которые попали в ДТП, вдруг, не дай бог, да, там, следить за какими-то лесными угодьями, водными. Але це таких, яких нема більше ніде в світі, ви кажете, це лише оці 100-кілограмові, які можуть до 30 кілограмів вантажу брати. Це от про цих ви вважаєте, що їх ніде нема більше в світі, ваші Да, унікальні? но мы запатентовали схему этого беспилотника. Недавно приезжали такая представительная американская делегация, связанная с Пентагоном, с Конгрессом. И они были очень удивлены, что в Украине делаются такие вещи. Мы показывали на заводе Антонова, была такая презентация. И больше всего удивились, когда спросили, сколько лет вы потратили на эту разработку. Мы сказали, ну мы подумали, в прошлом году, 1 июня, не сделать ли нам такой коптер, и сделали. А українська держава у вас замовлення замовляє? Нет. А Ну, чому? риторический Пішла вопрос. життєрадісність. Я ж про Это те вопрос. питала. Не, ну, заказчики потенциальные очень много, но, к сожалению, не в Украине. Поэтому мы очень осторожно относимся к сторонним заказчикам, чтобы такие технологии не попали к нашему потенциальному противнику. Я думаю, що унеможливити потрапляння, якщо це сторонні замовники. Це Ну, означає, що это серьезная работа через структуры Укроборонпрома, которые там, они только имеют право продавать внешнеэкономической деятельностью. И там, я надеюсь, что и спецслужбы все это проверяют, и пока что идут там всякие переговоры. Но мы хотим просто за счет наших украинских инвесторов, мы же делаем на деньги инвесторов, это коммерческий проект.
сделать партию таких беспилотников для фронта. Вообще, по нашим расчетам, нужно 100 таких беспилотников. 3 дня войны на Донбассе они устроят. Скільки потрібно? 100 штук. 100 штук. Да. Но через 3 дня мы потеряем 50% этих беспилотников и всю бронетехнику противника. Уничтожим. То есть можно будет идти спокойно защищать. Слухайте, а що заважає росіянам створити саме такі безпілотники? Ну, талантливые люди, Миски они только в нема. Украине. Міськів немає. Я просто Щось трошки шапка закидательства. Это не шапка закидательства, я вас приглашу на демонстрационные полеты, вы сами увидите, и мы даже будем стрелять. Тільки нас запросите? Ну, почему? У нас очередь вообще журналистов, но мы вам дадим... запросіть тільки нас. Я знаєте, чому про безпілотники запитав? Тому що ми, коли кажемо про війну, ми завжди лише згадуємо там, де є активна фаза, і там, де поранені вбиті, але і для нашого каналу актуально є ще Крим. І безпілотники, їх же і там можна використовувати. Нам же теж треба знати, що там відбувається, що які військові частини створюються, скільки туди техніки завозяться, і чи використовуються вони там. Що ви знаєте про цей напрямок? Мы не летали над Крымом, но наши товарищи из Днепра летали над Крымом. После того, как они летали над Крымом, была там серия полетов еще в 2015 году. Они достаточно активно все посмотрели. После этого начались угрозы их семьям. Их, там, Тобто їх вирахували, хто це робить? Да. Они на этом уровне начали угрожать, что вот будешь идти по дороге, тебе на голову упадет кирпич, тебя задавит машина. Не дай бог мы тебя еще раз там увидим, где-то твой самолет, потому что это были волонтеры. Они работали. Государство в этом плане не работает. И трудно представить, чтобы наше государство над нашим Крымом стало бы летать. Тобто ви впевнені, що ані армія, ані розвідка, ані СБУ, ніхто не літає і не Вы використовує знаете, це? такие предложения к нам приходят от спецслужб. Возьмите, полетайте там где-нибудь над российской территорией, над оккупированной территорией. Но сами они не хотят в это ввязываться, потому что, видимо, боятся гнева Путина, что Путин позвонит Порошенко и им надают по голове. Мы готовы летать, мы готовы работать, мы ничего не боимся. Мы просто к этому готовимся. В скором времени будет война дронов. И я надеюсь, что мы достаточно быстро победим. То, что мы победим, я не сомневаюсь. Війна дронів, це навіть звучить як блокбастер. Знаєш, На назва блокбастер. вашу думку, в Кримську, якщо ви вважаєте, туди потрібно 100 коптерів, на Кримський напрямок скільки потрібно коптерів? Вы знаете, сейчас такой уровень технологий, что нам, в принципе, надо 3 месяца работы, вот моему коллективу, и мы можем сделать устройство, которое потопит любой корабль в Севастопольской бухте, российский. Ну, это просто к уровню технологий. Не то, что мы такие умные. В принципе, сейчас такие технологии, что любой злоумышленник, достаточно технически грамотный, особенно талантливый, может наделать делов, я имею в виду террор и так далее. Поэтому я выступаю строго за регулирование этого рынка дронов. Должны быть полетные зоны, должна быть интеграция дронов вообще в воздушное пространство. Ну, представьте, аппарат весом 100 килограмм летает над городом и может столкнуться с другим летательным аппаратом, уже пилотируемым. Поэтому мы сейчас на таком этапе, когда необходимо принимать определенные законы, которые будут не тормозить развитие дронов. В Украине сейчас эта бурная тема развивается. Помимо государства, слава богу, она развивается. А будут стимулировать развитие для того, чтобы, мы имели средства для победы в войне, самые современные, да, а Б для того, чтобы развивалось все вокруг нас, чтобы жизнь стала комфортнее, безопаснее. Вот за это я выступаю. А Крым, использовать Крым, в Крыму беспилотники надо, обязательно надо. И для разведки, и для уничтожения противника. Я вообще... Коли ви кажете, що за 15 рік, сьогодні 17 рік, це вже середина. Тобто, якщо і була, то це дуже застаріла інформація. Що? Полетать над Крымом не проблема. Если в этом стоит задача, то кому нужна эта информация? Какие могут быть задачи полетов над Крымом на коптере? Вот в 2015 году ребята летали для того, чтобы продемонстрировать, что это наш Крым, и мы летаем над вашими позициями, там над перешейком, там дальше, Джанко и глубже, для того, чтобы показать, что мы это можем, и мы вас не боимся. Да, вот, товарищи оккупанты, мы вас не боимся. Это такая бравада. Да, сейчас вот, какой смысл? То есть, если это есть военные цели, освобождение Крыма, там, уничтожение вражеской инфраструктуры. Я вообще выступаю за уничтожение вражеской инфраструктуры везде, где она находится. То есть на Донбассе, в Крыму их надо уничтожать. Раз это противник, его надо уничтожать. Они захватили нашу вышку, надо уничтожить вышку. Может быть, это кажется радикальным шагом, но тем не менее это только единственный шаг победить в войне. А то Путин нападет. Да, надо, противник должен бояться. Если противник нас не боится, то, извините, это не война, это капитуляция.
Вот. І все ж таки ви не назвали, скільки для Криму знадобиться коптерів. Тобто нема такого розуміння, да? Окрім бравади і знищення інфраструктури, більше зараз Понимаете, освободить Крым от противника, уничтожить его военную инфраструктуру, это одно. Нам нужно бороться за умы людей. Мы знаем, какое население было в Крыму. С советских времен весь флот переселялся на пенсию в Крым, да, и это было очень такое совковое мировоззрение у людей. Потом за все годы независимости само украинское государство не сделало ничего фактически для того, чтобы Крым был украинским. Ну, там всюду была российская пропаганда, там были всюду россияне. Там один военнослужащий получал, скажем, там $100, а другой рядом российский наш получал 100, а тот рядом получал $600. Да? Вот такая разница в 6 раз, в 7 раз. Поэтому уже тогда готовилась почва для оккупации Крыма. Маємо Готовилась и завершувати. нашими. Да. Юрій Касьянов, громадський Дякую активіст, волонтер, людина, яка виступає з одного боку проти ухвалення цього законопроекту, А з іншого і за. для того, щоб Даби побачити, Дуріка хто була є видна. хто, і певен, що 100 коптерів вирішили би війну на Донбасі. Ми зустрінемося з вами після новин. У нас буде в гостях експерт Transparency International Андрій Слюсар. Говоритимемо про нові скандал. Аудиторів. Новий скандал, я вже не знаю, як це обзивати. Весь час одне й те слово. Скандал навколо НАБУ. Дочекайтеся.